Здравствуйте. Дорогие друзья, я рад объявить второе заседание второй общепартийной конференции громады учащихся 9 класса в Минском районном городском комитете громады открытым. Позвольте мне перейти к моему сегодняшнему докладу. Дорогие делегаты, дорогие гости, сегодня на втором заседании второй общепартийной конференции громады учащихся 9 класса мы должны были заслушать доклады. Но в связи с некоторыми техническими данными и с некоторыми сегодняшними накладками, и в связи также с тем, что будет проводиться и третье заседание конференции в нашем горкоме, то мы, так сказать, решили перенести вот все основные доклады на третье заседание нашей конференции. Это первый пункт моего небольшого доклада, который я хотел представить перед вами. Второе. Сегодня вам всем предстоит новая форма работы. Это устное выступление. Мы, так сказать, я составил для всех желающих и для всех делегатов в общем 7 тем, на которые они должны, на одну из которых они должны представить свои мысли, убеждения и так далее в устной форме. Сегодня на нашем заседании это будет сразу после моего доклада, мы перейдем к этому пункту. Я думаю, что вы все ознакомились с этими темами, и то, что вы сегодня будете нормально работать, помогать нашей громаде учащихся, ведь вы сегодня пришли с благородной целью, да. Я надеюсь, и громада учащихся получит определенный свой вклад. Вы внесете в громаду учащихся определенный вклад, который в будущем поможет нам не только развиваться, но и совершенствовать свою систему и привлекать новых членов нашего объединения. А сейчас, дорогие друзья, мы переходим к устным выступлениям. Слово по этому вопросу представляется товарищу Барановскому Денису Александровичу. Спасибо. Итак, Денис Александрович, позвольте поинтересоваться, какую тему вы выбрали. Как больше набрать людей? То есть, как больше привлечь нашу организацию. Да, именно так. Большое спасибо. Пожалуйста. Представьте несколько своих кратких тезисов, которые... Для начала пригласить их надо. Угу. Помните? Так. Которых надо привлечь. Так. Каким образом? Конкурсом. Угу. То есть какими-то развлекательными мероприятиями, да? Хорошо. Именно так. Хорошо. Еще... Чтобы не было скучно. Развлекательный конкурс. Так, а что еще вы можете предложить? Ну, и в этом направлении. Пить, мой товарищ. Пить в смысле кофе, чай? Водяру. Нет. Ладно, конечно, кофе. Кофе. Не за алкоголь. Кофе. И не курите, блин. Все, большое спасибо. Большое спасибо, Денис Александрович. Прошу вас присаживаться. Далее слово по этому вопросу имеет делегат Шлопаков Артем Владимирович. Все.
чтобы потом у делегатов появилось желание поучаствовать в нашей программе. То есть вы предлагаете, чтобы вот таким образом Ну, привлечь... типа, знаешь, они будут, типа, довольны, такие, Туда смотри, дебил. вкусно, типа, а потом они такие наевшиеся, такие, все, пошли, будут сидеть и участвовать в программе. То есть вы так предлагаете. Ну, тоже мысль хорошая. Большое спасибо. И у вас есть что-нибудь добавить еще? Можно, типа, еще какой-нибудь, может, ну, то, что, я не знаю, ну, типа, какой-нибудь браслетик им дать, либо значок, типа, они участники. Ага, то есть Да. вы в этом направлении предлагаете. Да. Ну, мы должны сегодня, Обдумаем это все дело. да, обдумаем, когда будем выносить наши решения. Да. Большое спасибо вам, конечно. Спасибо. Сейчас большое спасибо. Позвольте мне выразить большую благодарность от имени Центрального комитета, президиума нашего объединения за то, что вы сегодня пришли, и за то, что выразили свое мнение, и за то, что вы, конечно же, поучаствовали в нашем сегодняшнем мероприятии, за то, что выразили свое мнение на благо всех членов громады учащихся и на благо всего нашего объединения, всей громады учащихся, для ее полноценного и фундаментального развития, на благо всей школы номер 55, на благо всей Республики Беларусь. Великолепная речь. Заканчивай. Мы постоим, заканчиваем. Спасибо большое. Обсуждению повестки дня. К обсуждению повестки дня решений. Первое, значит, позвольте мне озвучить эту повестку. Из нашего выступления кое-кто, Артем Владимирович, предложил о значках. Вы будете вносить вопрос этот на голосование сейчас? Сейчас буду. Хорошо. Значит, позвольте мне полностью зачитать повестку дня. Наше сегодняшнее заседание. Первое. Это назначение следующего заседания, 3-го, на пятницу, 17 ноября 2017 года. 17/11/2017. Да. Второе. Выпустить на средства бюджета громады учащихся значки за участие во второй партийной конференции. И третье. Поручить. Это от меня уже предложение. Поручить разработку Барановскому Денису Александровичу и Шлопакову Артему Владимировичу специального плана развлекательных мероприятий громады учащихся 9 класса на конец 2017 года. То есть, как вы уже неоднократно повторяли вдвоем, синонимичные мысли вы высказали, но самое главное сейчас их подкрепить юридически в нашем объединении. Разработать целые пакеты каких-то мероприятий, которые завлекут всех учащихся нашего класса на какие-либо мероприятия, проводимые громадой учащихся в политическом плане. Поэтому прошу начать с первого пункта повестки дня. Назначение 3-го заседания второй общепартийной конференции громады учащихся на пятницу, 17 ноября 2017. Прошу голосовать. Кто за? Единогласно. Единогласно. Спасибо. Второе. Выпуск значков делегату второй общепартийной конференции. Прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руки. Единогласно. Спасибо.
третье, последний пункт повестки дня, это поручить Барановскому Денису и Шлапакову Артему разработку плана развлекательных мероприятий в громаде учащихся. Прошу голосовать. Кто за? Прошу поднять руки. Единогласно. Спасибо. Дорогие друзья, еще не закончилось ничего. Дорогие друзья, благодарю вас всех сегодня за содействие нашей нелегкой работе, за то, что вы сегодня внесли свои идеи. Еще раз поблагодарить вас хочу. И объявляется второе заседание второй общепартийной конференции громады учащихся 9 класса в Минском городском комитете громады закрыто.